я спала и чувствовала, что кто-то мне вдергивает волосы. Открываю глаза, и передо мной прям в красной кепке. Жүрегі балам. Что-то сны какие-то странные снились постоянно. И это на протяжении какого-то времени происходило, пока она-то не пошла к Молдо. Ох, да, страшно. Темно, то есть света там нет. И ты вот едешь с фарами, и вдалеке какой-то силуэт. Что она вот даже едешь за рулем, а она вот бежит со скоростью этой машины. Я предлагаю рассказать по страшной истории. Недавно, короче, гуляли с женой в 3 часа ночи. Үшінші сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан Қызыл көйлек фильм көре аласыз. Сәлем достар, бұл Киностар. Абайлаңыздар, бүгінгі жобадан кейін сіздердің түнгі ұйқыларыңыз жоқ болып кетуі мүмкін. Ол да біздің жанымызда. Бұл жақта бір түрлі нәрселер болып жатыр. Айда, тыңдасаңшы. Не істейін деп жатсың? Бұл жақтан кетейікші, өтінем. Тапшы мені. Жібер мені. Тапшы мені. Сіздерге бұл жерден кеткен дұрыс. Балам, ол жақта не істеп тұрсың? Маған көмектесіңізші. Жүрегі балам. Айдай! Тоқта! Мен бүгін тектен-текке мына қызыл түсі бар көйлекті киіп отырған жоқпын. Себебі қырғыз ағайындыларымыздың Қызыл көйлек атты фильмінің шығармашылық тобы келіп отыр қонағымызға. Қош келдіңіздер. Белек Тургунов, фильмнің режиссері және сценаристі. Ермек Талайбеков, сценарист әрі продюсер. Виктор Усенов, сценарист-фантазер. Нұрсұлтан Курсаналиұлы, фильмнің продюсері. Келгендеріңізге чоң рахмат, бәйкелер. Сразу. Сіздерге дай үлкен рахмет. Вы все профессиональные актеры. Вообще не так. Нет. Мимо. Профессиональные режиссеры. Так, профессиональные продюсеры. Все, тогда мы поехали. Нам не сюда. Нет, мы, как бы это странно либо грубо не звучало, самоучки. Это все началось у нас с КВН. Когда-то давно мы и в школе играли в КВН, и в университете этим болели, переживали. Потом уже дальше больше ушли в телевидение, в кино. Каждый из нас где-то засветился, где-то играл как актер уже, да? То есть сначала то, что написали, а потом уже снимались. А потом уже дальше то, что было уже интересно. Например, я дальше ушел в продюсирование. Мне это было очень интересно. Считать деньги, вообще вот так вот разбрасываться ими. Это, мне кажется, да, учился этому каждый день. И вот, то есть, куда душа тянула, туда нас и потянуло, да? Белик Мырза. Мы до этого узнали, что вы снимали в жанре комедии. Да. Да? Почему хоррор? Самое первое... Почему из крайности в крайности, да? Мы посередине останавливались на драму еще, ладно. Да, вообще, на практике зарубежных фильмов самые лучшие хорроры написали и сняли самые лучшие сценаристы комедий. То есть те, кто очень близки к комедиям, они очень проникновенно чувствуют сценарий хоррора, подачу эмоций. В комедии, если мы подаем смех как самую сильную эмоцию, то здесь нужно подать обратную сторону. Это страх, напряжение. И нам было интересно писать в эту степь, во-первых. Во-вторых, это очень популярная легенда о девушке в красном платье, которая вот на берегу Искуля. Она популярна, и настолько популярна, что она практически уже народная такая легенда. О ней знает каждый житель нашей страны практически. И у нее очень много версий. И так получилось, что мы захотели экранизировать, добавив свои художественные элементы. Снять у нас одну из неплохо версий, получилось, да? У нас, например, есть «Тыяқты қыз».
Они тоже вот легенда идет, что... Слагают легенды. Да. Эта история трассе, убаюкивает детей. Что она вот даже едешь за рулем, а она вот бежит со скоростью этой машины. То есть... Вот есть схожесть с легендой про девушку в красном платье и туяқты қыз. То, что ночь, то, что дорога, и водитель, и она бежит, и пугает. Мы перед тем, как еще начать съемки этого фильма, интересовались, а есть ли вообще такая легенда, не только на территории Кыргызстана, может, это в Казахстане, а оказывается, на территории вообще постсоветского союза вообще эта легенда, она такая была. Может, это одна девушка? Двигается по странам. Она же со скоростью машины как раз двигается. Добежала. И вот это, оказывается, это близко к нам. С Советского Союза она и двигается. Без границ. Мы подготовили такие интересные вопросы, Берик-Мырза. Вы снимали уже неоднократно. И давайте, что по вашей душе, да, какой проект для вас близок, мы бы хотели узнать. Давай. Мы будем говорить два варианта, вы выбираете один. Чайки-зайки или жес? Чайки-зайки. Чайки-зайки или дочь? Дочь. Дочь или байкуш? Байкуш. Байкуш или жаңа кушуна? Да-да-да. Да, сложный выбор, конечно. Ой, прости, но байкуш. Однозначно. Байкуш или кызылкөлек? Ух ты. Да. Ну, кызылкөлек. Ермек Мырза, мы поняли, что вы КВНчик, файнер, блогер. Насколько было легко или тяжело писать сценарий? Не, мы сначала научились писать сценарий, потом только перешли на вайны и на блог. Да. Мы сначала сценаристы, потом уже... Дальше уже хобби, да? Да, дальше уже хобби как бы. Виктор, вы тоже, да? Говорят, что вы фантазер. Да, это да. Насколько вы свои фантазии воплотили в этом фильме? Вот, спасибо большое за то, что поняли смысл слова «фантазер» в плане. Это вот именно касается фильма, потому что, ну, это же действительно фантазия людей, которые пишут сценарий. И если ты пишешь сценарий, создаешь историю, то ты фантазер, по сути. Спасибо большое, что это подметили. Какой вопрос? Он запутался. Его поменьше хвалите, пожалуйста. Хорошо. Он не выдерживает. Да. Ермек, нам сказали, что вы плохо написали сценарий. Вот так лучше. Приземлять, да? Да, все правильно. Были ли с вами случаи, вот как с кызылкөйлекте, там, девушка, да, у вас? Должно начаться с чего-то, да? Да. Например, ну вот говорят же, когда спишь, бізде бастырылады деп айтады ғой. Албарсты. То есть у вас такое бывает? Как еще раз? Албарсты. Албасты? Нет, не матерись. Албарсты. Нет, мне просто интересно стало, а что это означает в формальной? Албасты — дурак. У нас Просто похоже, да, слово? Албарсты. Да, албарсты. Жизненное что-то нас прям не натолкнуло на это. Но были сложности в написании в том плане, что когда мы начинали придумывать тот или иной эпизод, скример там, или ситуацию, которая должна дать сильные эмоции во время просмотра, нас самих пробирали мурашки. Мы немного начали уже сами такие, ох, да, страшно. На самом деле было реально страшно. Ну, страшно уже от того, что ты сам начинаешь накручивать. У страха глаза велики. Не зря же говорят. И вот ты начинаешь такой, типа, на окно просто так посмотришь. А мы зачастую пишем ночью. Глубокой ночью мы начинаем писать. И так случилось, что у нас офисный кабинет находится в конце коридора, и коридор очень длинный. И именно в тот момент, когда мы начали задерживаться по ночам писать сценарий, почти до утра, отключились вот эти электроприборы, которые, ну, вот на датчик движения реагирует, и свет включается. И вот все, он просто перестал реагировать, и этот коридор, он такой длинный, темный. А там туалет еще. И туда ходить по одному было немножко, да, боязно. Нас
трое мы пишем сценарий. Взрослые ходите, мужчины, да, Дети семьи, есть. дети есть. Дома такие, ох, мужчина дома. А сами как из офиса смотришь на коридор такой. Пойдемте вместе сходим. Да, а что, кто-нибудь руки помыть? Да, и втроем. Мы реально вместе начали ходить. У нас есть девушка, которая играла главную героиню Кызыл Көйлек, вот та, которая на экране. Очень красиво. Да, очень красивая. Да, кстати. Ой, вы посмотрите фильм, пожалуйста, вы поймете, что она на самом деле Вы очень... не зря это сказали, Да. очень красивая. Она, ее зовут Айжан, она вот после съемок она делилась, что она тяжело было отходить, потому что, как вы говорите, вот по ночам вот албарсты, короче, видимо, там душил и так далее, и что-то сны какие-то странные снились постоянно, и это на протяжении какого-то времени происходило, и пока она-то не пошла к молдо, там почитали Коран, Дем Салып и так далее, только потом она уже в себя пришла, представляете? Но это она так говорит, мы ей верим. Вот во время съемок у меня такая штука была, мы постоянно за рулем, ребята на съемочной площадке, и мы с администраторами, ну, обслуживаем, делаем все возможное, чтобы съемки не останавливались. И мы в селе катаемся, а как раз в это время в селе проходят дорожные работы. То есть и темно, то есть света там нет, и ты вот едешь с фарами, и вдалеке какой-то силуэт, короче, ну он прям вот человеческий, с волосами, как будто бы. Едешь, и ты на секундочку думаешь, блин, тормозишь, ближе подъезжаешь, а это знак, оказывается, осторожно, идут... То есть я сам себя накрутил, что вот человек, наверное, стоит. Ну, это от усталости больше. Вот, у меня такое вот бывало. Комедия түсіру қиын ба? Жоқ әлде қорқынышты фильм бе? Комедия. Комедия... Қиын, да? Түсіру легко, жазған қиын, да? Пишется, создается тяжело. Мне кажется, зрители будут говорить, қазақ болғаннан кейін қазақша сөйлейсің депші. И нам тоже, наверное, қырғыз болғаннан кейін қырғызша сөйлейсің. Ушел себептен. Такие зрители же есть, да, у вас? Да. Им привет. Нашим салам. Да, нашим тоже. Қандайсыңдар, жазба давайте. Қызыл көйлек қыз өмірде бар ма? Жоқ. Жоқ. Фильм «Қызыл көйлек» деп аталмағанда қалай аталар еді? Тайны Исыкуля. Была такая версия. Да, кстати, да. Узбекская версия классно звучит, да? Да. Какая? Арвох қыз. Ну, как Арбак кыз. Арвақ қыз. У нас Арвақ. Арбак, вот қыз. Арбак кыз тоже. Фильмдегі ең қорқынышты сәт. Для хоррора такой пугающий момент. Ну, это Момент, начало. когда мальчик потерялся. Она потеряла сына. Ну, как ищет сына. Это все вы увидите на фильме. Қорқынышты атмосфераны жасау үшін ең көп күш жұмсалған сахна. Түндік менен ғой деймін. Да, классно. У вас түндік девушка появляется оттуда, и вот этот момент. Сверху получается? Да, и нужно было... Прикинь, да, лежишь, и Голос, оттуда кто-то. да, вот Такой так кадр вот. есть. Фильмге қанша бюджет жұмсалды? Очень часто нам задают этот вопрос, и я стараюсь всегда отвечать на него искренне. Ну, не получается, да? Я не запоминаю цифру. Да. Так получилось, что у нас вообще в Кыргызстане съемки фильма это, ну, если в соотношении там, с Казахстаном, это происходит гораздо дешевле. Потому что мы примерно знаем, сколько стоит в Казахстане снять фильм. В Казахстане сколько стоит снять фильм? В среднем В среднем. 300 тысяч долларов. 300 тысяч долларов, да? Вот казахские инвесторы. поделите на 300. Go к нам. У нас это все. У нас почему-то это все происходит намного. Потому что мы, Берите 3 наверное, нуля. заново все это становимся, идем туда. И обычно это происходит в лимите от там. Если прям бюджетный фильм, это от 30 тысяч долларов, там, и, конечно, там до ляма там. Но мы именно сняли вот в этом промежуточке. Примерно это стоило 50-60 тысяч долларов у нас снять фильм. Да. Но это мы, потому Ребят, что у напишите нас... свой номер. К вам поедем. С удовольствием. 0772. И этот... 195. Я хотел сказать 144. И такой петличка. Если не запомнили. Не надо!
Это очень смешно. Надо менять номер. Почему мы так спалили, что это мой номер? Прям? Можно же было не так полить. И что, круглосуточно можно звонить? Қызыл көйлек киген қыздың гонорары қанша? Но на самом деле так получилось, что эта главная героиня, она у нас... Это ее дебют. И да, и Бесплатно? Очень было. Вот почти бесплатно. Вот извините, но не буду я вам брать. Но мы, конечно, заплатили, но не такую большую сумму, как требовалось. На проезд потому что хватит, да, потому что она сама сильно этого хотела, сильно желала сняться. Это был ее в таком роде дебют именно как главная героиня, поэтому мы решили ее поддержать. Бесплатно актеру звоните 0770. Хороший продюсер из Казахстана. Видите, как нахвалил, и все. Мы сейчас подумаем, что мы вообще за дешман снимаем. А что, не так, что ли? Ты что-то другое хочешь сказать? Ну ладно, инвесторы. Алло. Да, угощайтесь чаем. Мужики, давайте чуть-чуть попьем. Бесплатно? Это все бесплатно, и это все настоящее. Кушайте. И это все не дешево, да, такое? Все, кайф. Ох. Здесь бы мы хотели рассказать про наших спонсоров, которые нам оказали поддержку. Это посуда, все, что вы видите, это от компании Empire. Empire — это одна из ведущих компаний в нашей стране, которая делает именно сувениры, подарки в этом направлении, но в национальном коде. Да, поэтому, если вам нужны шикарные подарки, и вам, наши дорогие зрители, вы хотите обрадовать своих родных и близких, то Empire — это решение. И если вдруг Empire захочет снять фильм, 0772, да, вы уже знаете номер, звоните просто. Біздің тағы да бір серіктесіміз, ол балауса зергерлік бұйымы, күміс, алтыннан жасалған заттарды таба аласыз. Мы слышали, что вообще прокат начался с февраля. Да. С февраля. 6 февраля. А почему в Казахстане только запускаетесь? Казахстан, и понял, что в Узбекистане одновременно. Мы решили больше времени уделить на дубляж. Во-первых. Во-вторых, хотели, чтобы была единовременная премьера в 2 странах. И поэтому, закончив дубляж для одной страны, мы приступили к следующей. Поэтому время на ожидание мы потратили больше. И, соответственно, решили... нет, еще и дату свободную искали. Чтобы и там, и здесь мы могли нормально выйти. И еще же произошло из-за того, что в хитах был в Кыргызстане у нас фильм. То есть, если бы в Кыргызстане это не особо раскачался бы этот фильм, мы бы явно не вышли бы в другие страны. Этот фильм прям хорошо бомбанул. Хорошо бомбанул. В ТикТоке очень сильно еще эпизоды начали залетать, и очень много начали писать еще, а когда там в Казахстане... В Казахстане зрители тоже привыкли, оказывается, если какой-то фильм в Кыргызстане залетает, уже в скором времени... Понимают, да, что да, и то же самое у нас в Кыргызстане, когда казахский фильм в ТикТоке в рекомендации появляется, мы такие, когда... Че, братья, когда к нам? Да. Алло. Фильмдегі басты кейіпкер осы қызыл көйлектегі жұмбақ қыз, оның жаңа бейнесін сомдағанда, бейнесін жазғанда қандай қиындықтар болды? Образ как-то был уже сформулирован. Өзің қырғызша да сөйлерсең болады. Қырғызша да сөйлерейін, да? О, да. Сформулирован болчу да. Образ уже мұрынқытан бері келатып уже легенда болып қалған да. И уже бар да, мына елдің емесінде, ан сезімінде бар. Шундай қыз деген бар. Ну, несколько образов есть, но мы выбрали самый такой популярный. И ошондон улам бул кино чыкты да. Бул эмеден кыйынчылык жаратты да, наоборот, ошол образдын тегерек четинде кандай окуя болот экенинчи, какая история вокруг этого образа произойдет. И после этого мы выбрали семью, которая по наследству мужу достается заброшенное кафе, и они приехали на Искуль для того, чтобы это восстановить и начать свой бизнес. Ну вообще қызыл көйлек, это вот знаете, в исламе тоже, оказывается, жын дейді ғой. Ол адамға полностью қызыл киімде көрінеді екен. Полностью в чисто красном, в основном говорят.
Поэтому, мне кажется, если вы не знали, то есть вы Не, мы как не будто знали. Мы в знали. точку попали. Да, Конечно, можете полностью говорить красном это же. в Казахстане на Да. закрытом предпоказе. Конечно, мы знали. Я ж видел же! Не, мы больше другую чуть мысль заложили. Но она не опровергает и эту идею тоже. У нас был немножко еще другой посыл, почему в красном платье. Но лично я вот как-то столкнулась, я спала, это было обеденное время, я спала и чувствовала, что кто-то мне вдергивает волосы. Ага. И я думала, наверное, дети, потому что они со школы пришли. Открываю глаза, и передо мной прям в красной кепке, в красной маске, вот такая рубашка длинная и красные брюки. Вот такая женщина стояла и выдергивала мои волосы. И я сначала не поняла, но потом по мне вот прошла дрожь. Курьер, да. И не могла уже, вот Калимана это не смогла, да. Потом только вот спустя какое-то время, я не знаю, сколько это секунд было, Тлимды Калима келтірдім и исчезла. И вот только недавно мы с одним устазом вообще, сабақ өтіп жатқанда, он сказал, что чисто в красном приходят нехорошие джинны. И я тогда, я говорю, подождите, я это видела несколько лет назад, это получается вот такой образ? Он говорит, скорее всего, да. Я такая, вау. Сильно, сильно. Вот вы снимали жуткая история. комедию, насколько вы же изучали хоррор, насколько это влияет на психологию человека? У нас был случай, когда мы хотели напугать зрителя и поставили девушку в красном Аниматора. у выхода. Кинотеатра. Зрители, когда видели ее, не пугались, а наоборот Сочувствовали. Да, сочувствовали и обнимали ее. Девчонки особенно. Да. Это было так приятно нам, потому что человек действительно понял, что хотели сказать. Он просто прочувствовал, видно, что там вот чуть ли не слезы у этой девушки. Женская солидарность, да, наверное, пошла? Вот завтра, если я увижу ваши слезы. Не обижайтесь мне тут. Нам было очень приятно, что очень много девушек, посмотрев этот фильм, они еще нас часто в сторизах отмечают, там еще где-то, даже просто не отмечают, мы попадаемся и говорят, этот фильм обязательно должны посмотреть мужчины. Обязательно должны посмотреть те, у кого вот растут сыновья. Если, в общем, мужской пол должен этот глянуть фильм. Мы бы хотели в целом про кино поговорить. Это, точнее, про фильм «Пищ», который вот нас взорвал. Да. Это реально он взорвал, и я понимаю, что он ушел в мир. Да? Даже у нас в самолетах его показывают. Что вы скажете, почему он так залетел? Неизвестные нам актеры. Я думаю, это в первую очередь опыт этих людей. Руслан Акон у нас является очень крутым режиссером. Все его фильмы, они на самом деле топовые и такие глобальные, масштабные. И главный герой, который, вы говорили, то, что неизвестный человек для Казахстана, но в Кыргызстане он очень крутой актер, блогер, сценарист также, близкий друг Эрмека Талайбекова. Тоже опыт. Вот мое мнение чисто это из-за того, что у них у обоих огромный опыт в сфере кино. Ну и тема. И тема была очень хорошая. Актуальная, правильная. Актуальная, раскрытая. И душевный, да. Как бы банально не звучало, это были очень самые прямые благие намерения. Да. Показать этим фильмом, что есть вот такие еще важные цели в нашей жизни. Про маму. Да. Кто она? Она тоже актриса? Да. Она профессиональная актриса. Она профессиональная актриса. Она в Казахстане в каком-то проекте недавно Она Молда. вот Молда снимала. Она снялась в Молда, и я увидел ее, я обрадовался, честно. Ее взяли, классно ее взяли. Там даже как будто некая отсылка была, что она ждет своего сына очень долго, и потом уже... Такая Смотрите, тоже Молда. спойлерить не буду. Теперь, так как у нас тема хоррор, да, я предлагаю рассказать по страшной истории. Ух ты! Недавно, гуляли с женой в 3 часа ночи по парку, и было очень темно.
Ваши паузы будто вы придумываете. 3 часа ночи жена, кто гуляет вообще? Да, это же уже ненормально, да? Это же уже не жена. Вот, страшная история, это жена спалила. На постере такое ощущение, что она вот бежит, я не знаю, Орман по лесу, да? Вы сказали, да, что это Иссык-Куль, но здесь, мне кажется... Да, мне кажется, как будто бы здесь... Да, лес. Ой, лес. Как вы, ребята? Привет! Үшінші сәуірден бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларынан Қызыл көйлек фильм көре аласыз. Это наша версия. Жестко. Что-то мы так пытались вас и так отвлечь, и так, но вы смотрите именно в ту сторону. Мы в колонки, вот прям динамик классно. вот этот. Вы молодец, это было очень хорошо. О, блин, Мы как такие, мне да, страшно. да, там есть эпизод. Я уже Я хотел рассказать. услышал звук. Пожалуйста, не надо. Хорошо, что я поздно догоняю. Очень круто. Давайте похлопаем актрисе. Вообще замечательно. Спасибо большое. Замечательно. На вторую часть можете Да, смело второй. забирать. Если бесплатно, то... Смотрите, если... 2 бесплатных актрисы, зачем вам? А у вас был дебют в кино? Пока еще нет. Ну тогда 0772. Ты что? Да, я не понял, что Ты стал произошло. заикаться? Я больше от него испугался. От его испуга я потом испугался, потом это ты посмотрел. Да, и Ты звук не слышал? Это страшный звук. я услышал звук. Я думал, что произошло? Смотрю, тут человек красным, блин. Это Расскажите идея нашей команды. историю, да? Рахмет. Хорошие! Это очень страшно было. Спасибо большое, ребята, классно. Блин, Прям взбодрились. да. Да. Что ожидает наших зрителей? Да, классный хоррор будет. Но, как мы говорили ранее, это не просто ужастик. Там будет добрый посыл, от которого будут слезы на глазах. Возможно, кого-то прям очень сильно проберет. Это будет классный карусель, где зритель будет одновременно пугаться, смеяться и еще и плакать. И это фильм, где зритель получит Сопереживать, вот море эмоций. Спектр так эмоций, сказать, да. Приходите, особенно мужики, приходите с девушками, жаңа эметип сүйлөшүп баштайсың ғой кызың менен, с ними приходите. Проверка отношений. Да, потому что девушка будет прижиматься к тебе, и у вас А парень к тебе. Да, отношения. Так и было, оказывается, у нас. А тебе, наверное, просто хочешь сказать, я за братство, я за то, чтобы кыргызские фильмы смотрели в Казахстане, казахские фильмы смотрели в Кыргызстане. Давайте развивать киноиндустрию. Круто, что у вас есть такие подкасты. Это классно дает импульс, и очень много людей после вас пойдут в кино. И за хорошими эмоциями, за хорошими какими-то, как сказал Виктор, за аттракционом, потому что мы считаем, что это классное место для развлечений. И пусть кыргызское кино и казахское кино развивается. И мы не хотим вас отпускать с пустыми руками. Ух ты. Это вам. Ага, Окей. спасибо. Да. Спасибо. Спасибо большое. Расскажу, что там, да? Можно Так как посмотреть, вы творите историю, творите киноиндустрию, это от компании Empire блокноты фирменные с ручкой, чтобы Дерзко. вы могли писать свои новые идеи, мысли, а также сценарий крутых проектов. Спасибо, ребята. Спасибо, Empire. Спасибо за Спасибо. гостеприимство, спасибо за такой Q-Star. теплый прием. Уважаемые друзья, с вами был Киностар, и с 3 апреля во всех кинотеатрах нашей страны, во всех кинотеатрах Узбекистана «Кызыл көйлек» отправляется к вам. Қазақ қырғыз жасасын. Ура!